В окружении орхидей, фикусов и других растений они старательно отвечают на все вопросы эко-диктанта. Атмосфера этому способствует, а здесь собрались все, кто неравнодушен к экологии нашей республики. В этом году формат акции продиктован скорее не географическими особенностями, а эпид-ситуацией – онлайн, офлайн и смешанный. 3 способа проведения диктанта. Все вопросы взаимосвязаны, а само мероприятие приурочено к Всемирному дню отходов. Среди участников 20 эко-волонтеров, министр природных ресурсов республики и специальный гость – председатель Российского экологического общества. Мне очень нравится этот подход – теория малых дел. Мысли глобально, действуй локально. Вот такая простая формула, она позволяет быть активным, действительно вовлеченным и понимать, что ты не только отвечаешь за ту территорию, где живешь, за свой дом, но и делаешь для того, чтобы сохранять чистоту своей земли, своего дома. На все про все час, 15 минут на знакомство с инструкцией, 45 уже для ответов на вопросы. Списать здесь вряд ли получится, да и желания такого нет, признается Назир Галаев. Региональный координатор нового движения «Волонтеры-экологи» проходит тест не спеша. Однако в каждом своем ответе парень уверен. В рядах эко-помощников он давно с каждой проблемой знаком лично. Но больше всего его волнует проблема вырубки леса. Самый главный воздух вырубается, живой генерджи, и езжу от генерджи, ехаю от генерджи, чего толкаются генерджи. Избахайги, езжу от ждаях, а ценёка жит моя, схотцахам дебат, ну, издахит жбат, выборешь. Издахит положит, она сданисти дирать шорсу. Цель экодиктанта – повышение уровня экологической грамотности среди различных слоев населения и бережного отношения к окружающей среде. Поэтому к самому мероприятию организаторы подошли оригинально. Просто экологично, а самое главное, все меры защиты соблюдены. Для каждого участника экодиктанта были розданы вот такие одноразовые ручки, которые переработаны из макулатуры. А сразу после встреча с главой республики, обсуждение важных экологических проблем региона и перспективных проектов молодых ребят. Невыдуманные факты загрязнения окружающей среды, казалось бы, должны перевернуть сознание людей. Но на деле переворачиваются только пластиковые бутылки огромного тихоокеанского мусорного пятна. Как раз вот Минприроды, как раз вот те нацпроекты, в которые мы сейчас входим, да, мы должны условия создать, чтобы человек хотя бы там пешком дошел, мусор положил. Новые проекты с 2021 года. Ни одно помещение, здание, сооружение не будет строить. Школы, детские сады без очистных построены. А там же грунтовые воды, еще что-то, понимаете? Поэтому проблема ясна. Нам сегодня нужно, чтобы во враг не сливали, не выбрасывали мусор. Но для этого нужно, чтобы побольше, вот у нас будет возможность, там полигоны, сортировочные заводы, знаете, реклама пойдет, вы будете пропагандировать это на площадках своих. Любое правильное для жизни, деятельности субъекта, именно жителей для нас, любые инициативы мною лично будут поддержаны. Наше благополучие материальное, должностное, любое, оно ничего не значит, если мы не сможете с детьми выйти к речке, к озеру. Зачем тогда? Зачем? Если пошел к речке, ребенок не может зайти искупаться. Вот что вопрос. Поэтому полностью не то, что поддерживаю, очень буду поддерживать ваше движение, ваши намерения. Реализация проектов, международные отношения, целевые места на ведущие экофакультеты страны, взаимопомощь активистов и региональных ведомств. Обсуждали разные вопросы, но самым актуальным стал награждение волонтеров и помощь при поступлении. Вы абсолютно верно обозначили одну из основных мотиваций волонтеров, чтобы вот таким образом стимулировать и поддерживать волонтерство. В конце встречи Махмуд Али Калиматов наградил участников грамотами. Активисты также не оставили главу без внимания. Подарили руководителю субъекта удочку, обещав в будущем соорудить аналогичную, но экологически безопасную. Хава Гагиева, Асхат Белакиев, Новости 24.